В любой чрезвычайной ситуации главная слаженность действий всех структур. В Якутии пожароопасный сезон объявлен с 10 мая, а подготовка к борьбе с возможными бедствиями началась еще в последний месяц зимы. Так, в Алданском районе спасатели совместно с представителями природоохранных структур и главами поселений приступили к принятию мер в феврале-марте. Тему продолжит Татьяна Вахнина. С 14 мая в Алданском районе объявлен пожароопасный сезон. Залогом благополучного исхода любой экстремальной ситуации является слаженная работа и согласованность действий. И в настоящее время все природоохранные и жизнеобеспечивающие структуры ведут подготовку к возможной борьбе с огненной стихией. Мы провели еще в марте-апреле проверки готовности населенных пунктов, реализацию полномочий органов местного самоуправления по вопросам защиты населенных пунктов от природных лесных пожаров. С главами поселений и руководителями жизнеобеспечивающих структур представители МЧС обсуждают вопросы, касающиеся организации тушения лесных пожаров в летний период. Также ведется работа с членами добровольных пожарных дружин. В целях повышения уровня готовности проводится анализ недочетов прошлых лет. Есть вопросы у нас сейчас по содержанию наружного противопожарного водоснабжения в селе Хатастыр. Там поставлены задачи органам местного самоуправления и коммунальным службам по восстановлению исправного состояния наружных сетей. Ежегодно причиной 30–40% лесных пожаров становится человеческий фактор. Сотрудники МЧС и представители природоохранных ведомств совместно с властями поселений ведут активную профилактическую работу с гражданами о правилах поведения на природе и об осторожном обращении с огнем. Разработаны у нас графики патрулирования мест отдыха граждан в выходные дни, в праздничные дни. При установлении уже сухой устойчивой погоды эти мероприятия нами будут проводиться, будут выезда на вот эти места отдыха с разъяснением населению основных требований, запрет разжигания костров. В прошлом году в Алданском районе было зарегистрировано 3 лесных пожара. Во всех случаях возгорание было повлечено электрическими разрядами молнии. По вине человека чрезвычайных ситуаций не происходило. Однако неосторожность в обращении с огнем и игнорирование запретов о разжигании костров имеет место. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.